Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Несмотря на старания врачей, черный мальчик ушел. Причина смерти – яд замедленного действия, когда разлагаются органы. Ну и обратились уже поздно. Поздно его увидели. Мы с вами находимся на войне. И почти все далеко от этого злобного города. Потери неизбежны. Собаки там не защищены от дротиков, от рассыпанного яда и ловушек с петлями. Говорят, ты умный, тебя по одним глазам только выбрали, по твоим умным глазам. Ну-ка, сядь по-умному. Овчар. Вы мама с дочкой? Мама с дочкой? Мама с дочкой, видно же, мама с дочкой. Мамина доча мамина. И мамина доча. Улыбака, улыбака. Улыбака. Вчера, друзья, я встретила самолет. Прилетело еще 4 долгожданных хвостика. Собаки всегда испытывают стресс, особенно те, кто не видел ничего хорошего от человека. Вот и эти хвостики стрессанули и еле разломали переноски. Кто-то высунул голову, кто-то выскочил из переноски. Какое же счастье, что мы и маму, и дочку вместе смогли забрать. Какие они замечательные, не могу передать, непередаваемо словами. Вот такие они замечательные, эти якутские дети, которых убивают. Давайте, вы забирайте, я помогу ей. Давайте, я заберу. Подождите, стойте. Все, малыш, ты мой сладкий. Не переживай. Не хочет этот мальчишка сидеть в клетке, да? И поэтому ты немножко прогрыз, но ты очень спокойный и молчаливый. И мы с тобой целуемся. У меня тоже белая шапка, понял? Понял? Давай, убирай. Убирай мордаху свою. Убирай свою мордаху. Давай. Там тележки все пропали. Ну что за дрожь? Что за дрожь, мои хорошенькие? Что за дрожь, мои зайчики? А? Чего вы так стрессанули? Куклятки, волшебные куклятки, стрессанули куклятки наши. А где прогрызанные? Они заделали. Лара, квитанция нужна вам? Моя золотая, ты моя умница, умница-голубница. Все, поедем сейчас в клинику, поедем. Все сделаем, все, что нужно, все сделаем. Всем все покажем, расскажем, докажем, что мы не идиоты. Да, вот мои золотые зайки, вот они какие золотые зайки. Какие золотые зайки. Проверяем. Держите. Вот сейчас целоваться. Целоваться, что ли, ты будешь? Там мамка с дочкой. А тут мы с тобой. С хвостиком Маши. Ты чего хочешь? Есть? Тебе машину, говорит, тоже мне надо. Сейчас поедем. Поедем сейчас. Ну, малышок, отойди от Митечки.
моя собака. Вот зато хвостом как машет вам. Смотри, Серега. Приветствует. Приветствует Романа. Хочешь в машину, что ли, сесть? Ой, Роман, он как полюбил Романа. Ой, как он полюбил. Прыгай давай. Так, подожди, тут мокро. Да подождите, собака залезает, надо радоваться, что сама прыгает. Молодец. Ай, ты какой хороший. Дайте-ка мне на него поближе посмотреть. Гривый, да? По снегу. Резные. Ну и что, добрые такие, да? Добрые резные. Легчарик. Эй. Вон тут кошка, он не отреагировал на кошку. А может быть, ой, какой ты умный, ой, какой умный, такой веселый, а там ты такой грустный висел. А давайте на весах взвесим его. Пришли анализы сдавать. Давай, 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 давай. Вот Ой, не видите, хочу. как юла. Не хочу я. Стоп, Вот. стоять, стоять. Что-то мало весит. Сколько? 25 килограмм. Ой, какая шерстка приятная. Какие-то прям они необычные. А вчера-то обычно они такие жесткие. Ой, какой молодой. Молодой. А ты тоже молодой. Мальчишки такие оба. И вот. И такие хорошки. Да? На. Какая морда красивая, выразите, да? Это мы приехали в клинику сдавать анализы. На бруцеллез. Модное такое у нас название теперь. Так. Молодец, ну не надо дергать ногой, пожалуйста, тебя умоляю. Все, сиди, стой. Стой, малыш. Анализ на бруцеллез. Дня 2 будет готово, да? Готовится. Осмотрим потом. Так, малыш, стой, не кривляйся. Хороший. Ну, ты какой хорошенький. Я тебя сейчас заберу. Не пойдешь. Можешь запрыгнуть. Как дочка радуется маме, а? На, заберите тогда. Подожди. Ты моя девочка. Ты моя девочка. Ой, какая нежность. Не сопротивляется, не прикушивает, не лязгает зубками. Она вот, ей нравится, когда я гладит. И О, мой замолкает. сладость моя. Сладость моя. Прижимается к земле. Да за что же вам такое, а? За что? Ну, ты моя сладкая. Вот такая 3702. На анализы же вы пришли. Чтобы всем сказать, что мы здоровы, здоровы. Мы самые лучшие на планете. Катя, какие у тебя зубки? Ой, совсем молоденькие. Ты потому что дочка. Ты дочка, вас нельзя разделять. Как хорошо, что мы вас забрали, спасли. И сейчас будут анализы, и мы всем скажем, что мы здоровы. Мы здоровы. Я вообще не знаю, я не знаю. Я не могу от этих якутских собак, это они меня сведут с ума. Это самые лучшие на планете существа. Это просто правда, безо всяких прикрас. Моя девочка. Какая ты девочка. Да. 90. Девчонка с попрыжешки. Донна, да. Вот какая хорошая. Вот какая. Ой, какие молоденькие, жубонькие. Моя сестер. Густая, да, кровь? Такой носик хорошенький. Такой носик хорошенький. 32,97. Женя, уже не обязательно прям для самой меточки, потому что больше она не хочет давать.
81. Достаточно там, да, крови? Стой, не уходи от меня, не утекай. Повязочку через 2 снимать, снижать. Дима, хорошенько. Котик, три тебя, да? Крутишь, хороший. Крутишь, хороший. Ты вот какая хорошая. Давай тебя сниму, чтобы показать тебе твою красоту. Все, да? Мы можем быть свободны, оплачивать. Идем, да? Сдали кровушку на бруцеллез. Это мамочка Дона, мы ее назвали. Такая низенькая. Покажи, ты сколько? Ниже колена, что ли, да? Да, даже чуть ниже колена. Такая пышненькая, хорошенькая. Девочка с ППЖ. А какой у тебя белочка? Вот, 32,90. Ой, какая же ты красотка. Боится незнакомого пространства, а мама позволяет быть спрятанной дочке. Ой, я вообще такого не видела никогда. Я хочу их себе. Они человечные очень. Почему-то. Почему-то или чего-то. А давайте им консервы сейчас купим, а? Или нельзя в дорогу им? Почему не? Ой, какие мы сладенькие, сладенькие. Вот, все, мам, спасай меня, мам, спасай. Я посижу здесь, а лучше полежу. Ой, я не могу. А мамка к человеку тянется, а дочка к мамке тянется. Хороший, эти маленькие дети. Это хорошие дети. Это очень хорошие дети. Мы с тобой дружим. Чего ты хочешь, убежать? Ну тогда убегай. Ну да ладно тебе, мы сейчас будем оплачивать. Мордочки коротенькие, хорошенькие, мама и дочка. Дона, мама Дона назвали, а дочку пока не придумали. Вот мама. Шикарные, шикарные собаки. Самые лучшие, самые на планете лучшие. Вот она как позирует. Вот она какая девочка. Вот, пока ждем врача, мы тут попозировали, чтобы показать, каких собачек убивают. Вы знаете, хочу показать, как якутские собаки не знают, что такое вода. Ну, правда, действительно, вот они только что с самолета и уставшие, и кто умеет пить, ну, белый попил, те пьют. А ты вот не умеешь пить, понимаешь? Неприученные вот. Вот вообще маковой росинки не было. На, пожалуйста, попей. Нет, отстраняется, даже как бы боится. Ну, попей чуть-чуть. Ну, чуть-чуть попей. А? Они очень радуются, когда встречаются. Как можно было их разлучать? Как? А идите сюда, на скамеечку. Семейный портрет сделаю. Пришли анализы сдавать на бруцеллез. Ой, какая красавица. Даже не знаю, что такое. Не знаете, что такое вода? Ой, я не могу. Ой. Боится. Я, наверное, с ума сойду с ним просто, правда. Я не могу. Ну ты что, хочет к мамочке. Видите, как она под мамочку. Вот. Ой, я не могу. Мам, защити меня, мам. И несмотря на стресс, за то время, что мы провели с ними в клинике, сдавая анализы, они раскрепостились, расслабились. Они первый раз увидели ласку и доброту человека, ласковый голос. И какие же они стали замечательные. Смотрели преданно в глаза, клали в ладони свои мордашки. Ой, какая интеллигентность. Кушайте, мои детки. Кушайте сладкие. Вот ты уже стала девочка выходить. Молодец. Возьмите еще. Возьмите. Вот ты уже вышла. А без корма не вылезаешь из переношечки. Молодец, ты меня не кусаешь.
Ну все, Леопольдушки. Выходите, Леопольдушки. Вот. Сосиска. Знаете об этом, что у меня есть сосиска? Ага, ага, да. А вот не дам, а вот не дам. Да мы, скажи, голодные. Нельзя же наш дразнить. Ой, девочки. Ты что, унюхала? Ага, унюхала. А, тебе сосиска больше нравится, чем сухой Не корм? надо, это моя рука. Два шикарных мальчишки. Посмотрите, дружелюбные, офигительные, бархатные, позитивные, совершенно не злобные, не кусачие, не говкучие. Одни только положительные эмоции. Вообще, что-то прям очень странно. Разные такие породы, да, и такие одинаковые по характеру. Вот таких вот убивают там. Друзья, из новеньких спасенных прилетел вот такой замечательный овчар. Имя пока ему не придумала, который грустно лежал у будки, не понимая, где он и за что. Похоже, что сдал хозяин. Он очень человекоориентирован, понимает команды, слышит человека. Чтобы вот так и таких спасать, мне нужна помощь в виде фин-кураторов. Кормить и содержать здесь стоит денег. Если бы вы разбирали по семьям, было бы больше спасенных. А если нет, то тогда, фин-кураторы, откликайтесь. Напишите мне на WhatsApp на любую сумму, иначе спасение просто остановится.